Klient podróżujący mieszkanie udzielić z uroczystości Matki Bożej Wysockiej. Молюся за спочилу сестру Андрея, Євгенія, прожича трагічне життя, подяка за виражену справу Андрея, подяка за отримані ласки, ад Алексея і Наталії, авторы верности Христу. Молюся о умацовании веры и Божьем благословении и здоровья для Анны, Станислава и всех и всех родных, обдарах Пресвятого для всех керовников Украины. Молимся за Павла Геннадия. Прошу Пана Бога принять его душу и согреть своей эмоцией и любовью. Прошу дара вечного життя для его. Молимся за как мило, такое здоровье, скорее пережила утрату мантии и сердце и душа была наполнена любовью лаской Бога. Желаю, как бы ей были добрые уши и сустроились отсюдные люди. Молюсь за Диму, хай Пан Бог простит его остепенение, отстранение от него, одарит свой лаской и теплыней. Все добро было на работе, так само утки добрым на ремонте в квартире. Молимся за Сашу, как Пан Бог, Пане Боже, одари его мощным здоровьем, легко сдать экзамены и практику. Молимся за себя, молимся за себя. Боже, одари меня крепким здоровьем, Твоей милосердностью. Молимся о продолжении поступлений, работу, спокой на сердце, а в встрече с добрыми людьми. Пусть в жизни будет складываться самым лепшим чином. Дякую, Пане Боже, за все. Прошу об молитве за Александра и благодарю Божьего благословения и Мати Божией Славской на дальше семейное життя, вечного подорожа на отпочинок. Єзу довіряю Тобі.
Дякую Пану Богу за ту підтримку організаторам і музикам, які роблять цей шлях коротішим і хлопцям і дівчатам у жилетах, які сачать за парадком. Молимся об здоров'ї, розуму, удачі дітям, хай Пан Бог накерує їх у добри. Бог отдав добре потрібною ласкою, жонці, як знайшла себе, і батьку, як був здоровий. Сил собі нести крыш свой. Дякую за все Пану Богу. Молимся за Валентина Владимира, за Валентина, за Владимира, здоровья. Молимся о Божьем благословении для Виктора, о полном спокойствии и выражении страха, о едности нашей семьи и Божьей опецы для моих дел. Молимся о заступництво Анны Марии, о выражении питания с працей для Марины, о доброй жонце для Дениса, о интенции księdza Анатолия, моцы духа для его. Помолимся за семью Степовых и Черновых, о здоровье у нашего Пана нашего Иисуса Христа. Помолись меня, я смогла забеременеть и родить здорового малыша. Молимся о Божьем благословении Меценате Божией для Владимира, Антонины, Ростислава, Галины, Артема, Юлии, Натальи, Владислава. Молимся за Марьяну, о распознании воли Божией для выбора месяца дальнейшей учебы. Молимся о распознании покликания, о мощной веры и любови, об знаходженні свого місця в костюлі для мене. Молимося за пробачення грехів і життя вічного для Іга. Молимося за księdza Владимира, księdza Андрея, księdza Ига, силу служения, смиренного сердца и полного доверия Богу. Я тебя заколебаю сегодня. Молимося о здоровье для Кирилла и выражении страха, о потребном благословении для его. Божьей милосердности заключаем памятность святой памяти Леонида, Лотара, Елену, Бориса, Франца, Антона, Станислава, Каролину, Висютка и Ольгу. Молимся о здоровье батьков, о потребном так само здоровье для мати, о выздоровлении мати от онкологичного и от алкогольной задержки. За здоровье Божьих глаз, наш темный живот для брата Андрея. Молимся за победу родных, о счастье в небе для них, за здоровье Божие благословения для всякого родных, близких и усих, кого споткали. Молимся, Господь Бог, прошу Тебя, подари любовного Отца Божьего в смирении, в смиренном сердце, о исполнении и о чем я могу просить, о даре настоящей дружбы. Господь, прошу об исцелении моего сердца. Молимся о доброй жонце для Николая, о ласку нагортании в костел и узмоцнении веры для моего семьи. Молимся за Франца в день рождения, с подякой за всем щедрых и о потребных ласках и опеце Мати Божией. Молимся о дарах Духа Святого и потребных ласках для Артема и Вероники, оздоровления для Светланы и Людмилы. Это наши просьбы, которые мы сегодня написали, прочитали, так само то, что носим в сердце нашего, дорожая Пану Богу, разлуки Марии. В этой Евхаристии ksiądz Владимир молится у pierwszej четверти месяца об новых покликаниях до життя монашого, святарського, особливо за тих, серед нас, і Риму так само, тоже сьогодні відчуває цей голос. Покинуть все и пойти за Христом. Утішимо, що чекає на розпочатті літургії. На початок номер 241.
Читання послання святого апостола Павла до Римлян. Брати, любов никогда ложна. Майте ненависть зла, горнитесь до добра, любите один одного братнего любовью, обережайте один одного у ветливости, урубливости и слабости, духом полыните, служите Богу, тешьтесь надеей, в утиху будьте терпеливы, в молитве тревалые, употребу святых берите пути, дбайте о гостиности, благословляйте тех, кто преследует вас, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с теми, кто радуется, плачьте с теми, кто плачет, будьте одномысленны помеж собой, не мудруйте размерно, а не наследуйте покой. Это слово Божие. Собравшися, Марія в 3 дні поспішила в город Україну, у город Юди, і увійшла в заграду і привітала Ельжбету. Коли Ельжбета почула привітання Марії, узворухнулася дитятка в лоні її, і наповнилася Ельжбета Духом Святим, і ускликнула моцним голосом і сказала: «Благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона твоего. И открой мне это, что Матерь Пана моего пришла в меня. Бо коли голос привітання Твоего звучал в ушах моих, узворухнулася от радости дитятка в лоні моей. И счастливая та, якая поверила, что сповнится сказанное ею Пану. У тые дни сказала Мария: «Величая душа моя Пана, и узрадовався дух мой у Богу, моим Збавцем, бо узглянув Бог на покору своей слуги, и теперь благословлять меня будут все поколения. Бо великое учинил мне всемогущее, а имя Его святое. И милосердность Его с поколения у поколения над теми, кто Его боится. Показал моц своей правицы, рассеял тех, кто пыхливее сердцем, скинул могутных строн и услышал покорных. Добром голодных насытил, а богатых ни с чем отправил. Приняв своего слугу Израиля, памятуючи про свою милосердность, як обіцяв батькам нашим, Аврааму, його потомству навіки. И пробыла Мария в Ельжбетке около 3 месяцев и вернулась в дом свой. Это слово Пана.
Ми, коли розважаємо про його життя, то звертаємо увагу на що? Перше, він отримав об'явлення Боже, Бог открывается его сердце и непосредственно его промывает, ему говорят: Франтишек, мое ожидание, отбудуй мой престол. И нет ни додатковой информации. Нам, вот как людям, я уже не раз это повторяю, я не люблю образ Остапа Бендера, он уже не самый лучший литературный герой, поднимите руку, кто верит, как я Остап Бендер. Читали? Она это человек, который весь час хотел что? А вот все ему дали, все и одразу, как ему дали все на блюдечке. Голубой каемочка. А то добре, що ви видите, що блюдечко з голубой каемочкой. Вот він все хотел тут, зараз, как все было разумели, Франтишек, хотел бы для Господа так. Франтишек, отбудуй костел мой. Я хочу, как ты это сделал. И для этого пункт первый, другой, третий, четвертый, подпункт А, Б, В. Все, подпись, подпункт, надо делать этот экран. На жаль, так не было. И что говорит Франтишек? Он не разумеет до конца, что хочет от меня Бог. И он заказывает рукава, и где там есть недалеко от Ассизии, этого города, где он жил, вот этот невеличкий костелик был, и он был разбуранный. И он, ну что, вот думаю, ну хіба так треба, ну что-то треба робити, заказывать рукава, і це буде робити, там, накладали, прийшли некілька братов, потом мовчи, вот это так працює. Хоча сьогодні з перспективи певного, що от 800 годов, як в один годі від його відходу з цього світу, коли відбувся транзит, перейшов в небо, уже 800 год, то ми вже ведаємо, що отбудуй мой костел, Бог щось інше йому казав. І він йому казав про певне духовне якості, про, може, певний стиль життя, але Франтишек не опустив руки, сказав: я не ведаю, що мені робити. І він почав щось робити. Так само у нашому житті ми отримуємо Божу ласку, і ми всі покликані бути свідками Христа. Свідками Христа серед тих людей, з якими ми зустрічаємося, живемо, з якими ми вчимося, працюємо, але бути свідком сьогодні, в 21 столітті, и проповедовать Христа. Это задание каждого из нас. Не задание только епископов, святого. Это задание, которое Иисус дает всем нам, всему костелу. И Он каже каждому из нас: Ваня, Миша, Петя, Валя, Татьяна, отбудуй мой костел. И мы маем это задание от Бога. И прежде всего, мы уже не раз рассказали, что разумно это мы звертаем увагу, что первое, что участвует в свідченні таких ревелів? Слово? Ну так подумаємо. Слово є сильний шмат. Слово вчить у святинях, слово вчить на телебаченні. У нас так само друзі так подснімали, і телебачення приходять, і є різні можливості, і в інтернеті, і слово можна прочитати, і доступно, і другі біблії різні коментарі. Але человеку слово играет великую роль, великую и вельми важную. А слово не стоит на первом месте. На первом месте завсегда стоит свідчення християн. Так, як було 2000 років тому назад, коли першим християнам, першим апостолам Ісусу: «Ідіть і проповідуйте», вони пошли, проповідували, вони розповідали словом, хтось не слухав їх, хтось казав Богу, і за тяжке отхлянув послухати тебе іншим разом, хтось поглядів, послухав, взяли камені, закидали їх каменями, пошли вон отсюда, нам не цікаво слухати ваші, що ви нам проповідуєте. Але, наприклад, в Римі, Рим старожитний був таким городом, яким було множество різних релігій, культур, Богу, це все було переплетеним, і прийшла некая группа з далекої периферії, з некого там Ізраїля, з святої землі, прийшло несколько чоловік, і ми можемо собі уявити, як вони виглядали, коли вони прийшли до Рима. І починають казати, що Ісус помер, 3 дні пролежав в могилі і воскрес. Люди на них поглядели. Ну и молодцы. Что? Что еще скажете? Ничего не скажете, ну до свидания. Но это не закончилось. Але чому Рим у короткім часі становиться християнським? Чому люди приймають християнство? Тому що не побачили, як живе перша соборність християн. І не побачили певні учинки. Наприклад, і ті ж начина, от Рим. Це город, де була спекота, ну і зараз там спекота, вот кажуть, що по 45 градусов, на 50 доходило, у нас 30, ну, лет, там в поле, горочиня, там меньше климат. У таким климате пресная вода, и не завсегда бывает такой вот придатный для питья, причем там есть вот это вино, вот эта вся культура виноделия, потому что вино, просто трошечку вина додавали до воды, как бы беззаразить, вот и хотя
расслаблены, и она нахиляется, наливая ему кубок воды, подает, каже, мені нема грошей. Нема грошей, я не могу заплатить, а вода коштовала, за золото купляли, она была вельми дорогая. Сегодня нам складно продавать, мы открываем кран, не задумываемся про это, а там была вельми великая экономия, то есть люди разумели, каже, я не знаю, что заплатить, каже, мне не надо платить, я просто даю этот кубок воды, и на, пронесла, прошла такий шлях. И он каже, а что ты так робишь? Я кажу, мне тебе шкода, ты лежишь, ты можешь померти от этого правления, ты можешь померти от того, что гороча, но ты кубок воды можешь отдавать твое життя. И я ничего не хочу за это, каже, что ты так робишь? А ну, Иисус мне казал так робить, он казал, любите один другого, он казал, такий Иисус. Хто? І не розповідав. Був перший учинок, захоплення, некая добриня, і про цей учинок чоловік зустрічається з Богом. Так як Марія прийшла до Ольжбіти, заставалася 3 місяці, а вона працювала, допомагала, не слушалася. Сьогодні ви почули у другім читанні, ви почули з послання апостола Павла, які просто нам так само, як видає вельми конкретні речі. Тому не треба шукати ніякої абстракції, але вот это життя відноситься до конкретного чоловіка. То есть, що во всі веки апостол Павел 2000 годов тому назад написал это слово. Прошло 2000 годов, а это слово актуальное. Хоть может сучасный человек больше живет где-нибудь в интернете, больше живет и користается штучным интеллектом, для его важнейший авторитет, чем может что-то инше. Там папа недавно написал энциклику, и вы кажете, что человек повинен все-таки, человек повинен иметь новые коштовности, не некое там житье в виртуальном свете, якое не має ничего близкого с реальностью. Это то, что сегодня человек замыкается в себе, больше таких эгоистичных стиль життя. Вот я живу в гаджетах, и мне больше никто не потребен, ничего не потребно. А апостол Павел каже, брати, любите один другого. Вот Иисус сказал, любите, и Павел сегодня каже, вельми конкретное слово, я еще раз их процитирую. Майте ненависть до зла, горнитесь от добра. Возьмите еще раз эту почву, или ее с собой Святое Писание, которое придите до дома, послание апостола Павла до Римлянам. Вот это я слово, которые вручали наши слова в наших душах. Любите одно одного ранней любовью, опережайте один одного, уверенностью, улыбливостью не слабните, духом полумните, служите Пану. В аутизме будьте терпеливы, у молитве тривали, у потребах святых горите в дело, дбайте на гостинность. Благословляйте тех, кто преследует вас, благословляйте, не проклинайте, радуйтесь с теми, кто радуется, плачьте с теми, кто плачет. Будьте одномысленны между собой, не мудруйте размерно, наследуйте покорных. Собрали это золотые слова, якби такий от кодекс життя, який собрали притягує іншого чоловіка. Не будь об'єктом у своїм житті. Вот не будь об'єктом, це вельми важна справа. Бо сьогодні вельми часто можна так, от, ну можна це знайти в інтернеті, я не веду на каких доступних мовах. На днях до консисторії, який собрав Папа Лев 14 в Римляні, кардинал Жегуш Рысь, сучасный митрополит Краковский, и он проводил одну из таких конференций духовных для кардинала. Многие собрались, как парады, давать, как прошло происходить на темы. И он рассказал про вот это притча про собрание. Что, скажем, мы уж маем абстракции, але мало маем конкретики. Вот конкретный человек, якого мы зустракаем, зробили ему конкретный добрый учинок. Не шукай там никаких там великих речей, таких невідомо яких. Да? Але зробили малий конкретний добрий учинок. І цей добрий учинок може бути вельми моцним свідченням Христу, вельми моцним проповідуванням Божого Слова. Колись, вот, я уже не раз, наверное, говорю, мені заслухав чуть, як ми всі глядимо телевізор. Хто глядить телевізор? Ого, хоч якісь програми, фільми, ну хоч що. Ніхто не глядить телевізор ні сьогодні, ні зараз. Ого, ні в інтернеті фільми ніякі не відкриваємо, не глядимо, да? Бо зазвичай, от я люблю фільми, які не можу глядати часом, але завжди, що мені особисто перешкоджає. На самому цікавому моменті відправ реклама. Так, реклама. От по телевізору, хто любить рекламу? Любиш рекламу? Супер. Шкода, що любиш рекламу, яким фільмом перебивається, так? Я, наприклад, не люблю рекламу. Але одно, що це должен бути добрий
И вот птушечки в тюбиках носят соломинки, вставляют, раз, там на ней хутко. Это все было подано. Сплелось это гнездышко, в этом гнездышке сделалось одно яичко, другое, и села птушечка. Другая носит червячков, кормит эту птушечку, только покормилась, и успевает уже. Муж принес, покормил женку, успевает, как ее было весело сидеть на яйках. Все было классно. Ну, добро, почему вот так? О, старейший сразу так заулыбались. Да, не мысленно, понимаю. Вот потом уже появляются малые птенчики, муж перестает уже успевать, потому что мимо калибра, надо быть червячком, мужичок собирается. И берет, и успеваюсь, такие малые птенчики, у них клювик больше, чем это само тело, и они все едут. И вот когда выросли эти птенчики, великие выросли, а мама сидят и все червячком. Ну и малые уже так просто крылышками помахали, спорхнули и улетели. И вот прилетает пушечка, у нее в дубику червяк, и она прилетела, села на это гнездышко, и так тихо, пусто, скучно, сумно, нема ничего. И великий надпись был таки на весь экран. Позвоните родителям. И сопроводила эта реклама меня так загорнула, что так, мы выходим с нашего гнезда, мы выходим с нашего родительного дома, мы уже начинаем самостоятельное житье и так далее, у нас все, але мы можем задумать, але может у нас есть кто-нибудь в нашей семье, наши родные, близкие, есть может какие-нибудь старейший человек, пожилой человек, может это и не род, может двоюродный, троюродный, 20-юродный, может ніякий. Я просто не ведаю, что есть такая бабулечка, есть такие дядули, там сидит, может не зашмат має з ким поразмовлять, не зашмат людей цікавиться, может социальный работник приходит, и некие там купили продукты, отдали, товар, деньги, товары, все. Але позвонить такому человеку и запитаться, а не надо много. Позвонить и запитаться, ну як ваше життя, як здоров'я. Ну відомо, що так, є здоров'я, він каштує. Так як от вчора ми розважали, що Єсус прийшов, він вигнав з демона, там у свиней пошли, свиней стратили, все. То есть людей было не просто так, что вот так робилось. И вот мы запитаемся, як здоров'я, то сколько дітей можемо посвятити на то, як послухати, як це своїм ростом, як це дають, як це сустави скрипять, як це все, якое давлення було вчора, якое сьогодні, якое прогнозується на завтра, які таблетки помогли, які ні. Ну, все добре. Мы можем получить большую часть разговора, скажем, ну, добре, счастливо, там будет все добре. Але как раз такой звук, человек может жить в этом виде или в другом. Человеку будет важно, что меня кто-то памятает, что я не обмякаю кому-то, позвоните бабуле, позвоните дядуле, позвоните кому-нибудь, не быть обмяком. И вот мы не изродили великой речи, мы не изродили великого сил. Маленькие дробные речи, то, что кажется сегодня апостол Павел. Дробные речи, а как раз их мы так само несем, что кто может говорить, чему мы такое, чему мы такие, чему мы добрые, чему мы продолжаем, чему мы такие доброзычливые, вот люди верующие, и чего мы быть я хочу такие. Тому желаю вам, какой-то подорожный, имя Божие, подорожно до Маті Божої Гуцлавської, було таким подорожним, як у Марії та Альжбєти. Как про це подорожно, ви зустріли Христа, прийняли Христа і несли Христа іншому чоловіку. І помните, сьогодні звучать слова, які Бог сказав для святого Францишка кожному з вас. Кожен з вас. Отбудую костел мой. Это не задание папы, не задание кардинала, бискупа, это задание кожного из нас, всех нас. Коли мы все разом, коли каждый из нас на своем месте будет любить Бога, прославлять Бога, жить молитвой и жить добрым учинком, жаданием добра, любовью, пробуждением, доброзычливостью. Мы заправляем соправленными христианами. И мы отбудуем костел Божий. И зараз рятуемся на молитве веры, раз заступництво Наисвятейшей Анны Марии Гуцлавской, стируем до Бога наши покорные молитвы и просьбы. И запрошаем их, почитаем молитву верников, всегда. Чанки, до микрофона. Дякуючи за опеку Марії над повсюдним костьолом, просить от потребних Божих дарах для святого Отця, біскупу, усього духовенства, консекрованих особи, особливо за тих, хто з нами йде у пілігримство. Тебе просить,
наши стиглые дары. Белого паперового голубка, знак нашої готовності до служення Єсусу Королю, який прагне супокою між людьми. Образ Матері Божої Богословської, образ, який показує на присутність Єсуса і Марії серед нас на шляху земного пілігримування. Камень, знак характеру, Єсу, нашу слабость і грешне помисли, і просимо, створи в нас чисте серце. Хліб і віно, знак нашої темної праці, радость, терпіння, усі наші жадання, особливо прагнення збавлення.
і про всіх, хто у Твоїй ласці прийшов з гэтага світу. І дозволь їм бачити святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічній, у єдності з Найсвятейшою Богородицею, Анною Марією, со святими со святими апостолами, со святим Франтишком і усіми святими, які справедливо подавалися Тобі, как з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Иисуса Христа. Про Христа.
Номер 123. Закон Пана досконалый умацовывает душу, свечение Пана верное, яно дае мудрость простым. Загады Пана справедливые и радуют сердца, на Господа ясный просветляє очі. На честь Пана заспіваємо, на світі добро. На честь Пана заспіваємо, зустрічає добро. На честь Пана заспіваємо, зустрічає добро. Бо есть Божия беззаганная и вечно тревает присуды Пана правдивые. Божка, что мне чин золота, чин множество чистого золота и золотейшие земли. И сок соколы, на честь Пана заспіваємо, помяни нас світі добро. На честь Пана зустрічає добро. На честь Пана заспіваємо, зустрічає добро. На честь Пана заспіваємо, зустрічає добро. На честь Пана заспіваємо, зустрічає добро. Він дає нам радість і на честь Пана заспіваємо, прославляємо, бо як виглядає молитва християнина, як по-іншому виглядає молитва християнина. У сучасному світі часто молитва християнина згаджається з білоруським прислов'ям, як тривога для Бога. Як тільки що до нам треба, як тільки є небезпека, ніяка потреба, ми узгадуємо і просимо, а на самой справі молитва християнина – це перш за все прославление, подяка, перепрошение, только для просьба. И это было прославление, когда мы прославляем Бога нашим сердцем, когда мы дякуем Ему за все эти дары, дякуем за дар Евхаристии, яку ми тільки що прийняли, дякуем за это подорожжя,
Молимся. Милосердный Боже, Дымче пожалуй, святейшей Пани Марии, нашей Мати и Владыцы, мы приняли наисвятейший сакрамент, опорно Тебе просим, ученикам Твоего Христа, студентникам вечной гостиной в небе, раскрыв слава Наприкінці сьогоднішньої літургії ще раз хочу і сьогодні так само подякувати виступу Юрію за нашу присутність, що другий день заново разом з нами. І сьогодні ще більше радості. Вижу, що ні, сьогодні вже пусточки не дадим, вже вас зареєстрували. Я кажу, я забыл, что мне еще один заканчивается. Я приехал в Штаты, привел американцев, и говорю, что у меня точно такой же с прошлого года. Так что у меня будет только коррекция. Вот так. Так, ладно. Видим, что вы распаиваете духом перед любовью. И так само, як і ви переживаєте, що дякую за ваше служение пасторское, что вы с нами, что делитесь, что молитесь за нас, обещаете, Божье Слово, что вы дякую за все. My прийшли почти, але ще трошечки ще треба вернутися до школи у Долгінові, яке нас сердечно запрошення. І тому після пісні на закінченні, що якась періда особисто гостя молитви подяки Богу за дар його самого, яку ми могли прийняти в Евхаристії. І після того вже виходимо всі разом, строїмося і заспіваємо і йдемо у школу. По прийстю в школу Долгінова ми маємо вечірку, так само собі вечір. Школа відкрита так само для нас, але не вся. Ми маємо одно крило і спортзал. Як ми можемо використовувати собі? На першій поверсі є 2 класи, на другій 3 класи і на третій тільки коридор. На другій першій так само коридор для нас. І красиво, як ось в этом крилі, коли поселилися наші девчонки, девчата, женщины, это крыло, это же для вас. Хлопцев, які не хочуть ночить у наметах, запрошуємо в спортзал, такі великі, що, в принципі, всі ви там наметитесь без проблем. І, конечно, хто хоче, може взяти на наметик, і, конечно, ночить у намете, такая возможность так само есть. На этих этажах есть туалеты, из яких можно користаться. Сказали, что уже всю канализацию выправили, есть теплая так само вода, ну, кстати, все умывание. С этого все можно користаться, единственное, что не выкупим, а просто победу больше ничего. Менее просто это заказывать. Попросту мы еще покажем, якое было бы там в школе Долгиновской, а в 16-м еще будут научить период Каспарович, Линию Марии и Пахутная. Так что у нас там произошло период, как можно иметь свои классы. Наше это помещение, наши классы будут подписаны Минск Услов. Над студентами и на коридоре спокойно так само можно раскладываться. И традиционная вечера в этом часе а 19 године можно будет уже почать скористатися з допомогою медиків. І традиційно у Долгінова маємо такий вечір свячення, супольний вечір вогнища. Тому у 20:30 це вогнище розпочнеться. Ми, конечно, ближе покажемо це місце. Так як і в минулому році, коли бачив стадіон, то справа Богу, ось там побачите, це коніки буде говорити. І туди запрошуємо 20:30 на супольний вечір свячення. Прославляю вже трошки, вже інший спосіб, ніж це було вчора вечора. Ну, починають бачити такі залишки, більше розповіді, що на місці на закінчення дня даються усі дня, ще зі сторони. А коли
dla siostry Marianny, tak samo będziecie świętyje, kto zarejestrował się, ale czegoś jeszcze nie widział. Koszulki, czy jeszcze coś nasze pielgrzymkowe. I tak samo na zawtrашni dzień będą nasze Boże koszulki pielgrzymkowe zakładają i z nimi w pochodzie tak samo na I z samej uda się z tym Marianny tak naprawdę zabrać, bo jedna jeszcze troszkę już z tego rzeczy, temu łaska zrobić środnie, bo zawsze za nic wystarczała się z Marianny Buza, ale na dzień trzeba tym, kto jeszcze do nas dajecie, tak nie na ale zawsze dzień warto zgadać, ale jeszcze kalimy, a dadzimy się do naszego szkoła niepotrzebne, to z sobą zapleśni nie biorą jakich ostrych rzeczy, nożykał, jakichś tam widelców, takich nożniczków i tak dalej. To jest przeczytuję, że bo widać zawsze będzie te bratki, gdzie nas na szkołę, jest po prostu to będzie wykryć określone, bo na pewno szkoda, lepiej po prostu od razu sobie nie. To moje będziecie poprawiać, teraz każdy tam będzie. Proszę o zostawienie. Będzie celem добре поїжджі, я вчора покаштував, яка смачна була капуста, у вас є інші речі, які пропонували, а ви йшли, проголодались? Нас пообедали. Ну так, якось обідали, але поставили. Уже немає сили сказати так, там що такі голодні. Желаю вам смачної вечері. Помните, що здоровий тіло, здоровий дух треба поїсти, треба тіло помацевати. А как вам легче делать, я расскажу вам сказку. Хотите сказку на ночь? Побольше было сказка. Давайте мы разом эту сказку начнем. Як починаються глубокие касты? Ну, як хотите про деда Ивана, не хотите про деда Ивана. Жили-были дед и баба. Ели кашу с молоком. Рядом ели кашу с молоком. Потому что мы, хотели жить. Или жили долго, счастливо. И мы не любили один другого. И мы завсёды пробачали один другому, робили добро. И, может, кого расслаблял или дал им такое долгое житье, что мы прожили больше за 100 годов. И в один и той самый день Бог покликал им за это сферу. И мы пришли в рай. Мы хотим идти в рай? Так. Хочем? Так. Коли сте помнили, я еще был совсем молодым перед семинарией, мы шли пилигримкой, а мы шли с Порше, так было Ливия подороже, и там приехало человек 200 или 300 с Москвы, и вот клирики семинарии должны были вот разные вести, мы да помогали, и в одной вёске выбежали дети, поглядели на нас и говорят, а вы что, с неба пришли? И вместо того, когда монахи отвечали, нет, в небо идем. Потому мы идем в небо, мы подвидели, кто хочет в раю. Ну, боже. Мы все хотим в раю. И вот эти дедалы, ели кашу с молоком, прожили уже за 100 годов, в один день вошли в рай. Бог покликал их. И мы вернулись в раю, а рай, это что? Мы читаем Святое Писание, там есть разные образы, какие бы нам приближают, чем есть рай. Один из образов скажет, что рай – это пригожий сад. Пригожий сад, ветки, все это пахнет, все это идет, никакой аллергии на этой ветки нема. А то я вот так вот гляжу на лилии, мне просто аж радость еще больше. И я вот не стоят, когда аллерген номер 1 – это лилия. А я сказал так, что вот, бачите, мы с ними даже уже подружились за это. И вот Бог дал им, что ты ему посадил, ни аллергии, ничего, пахнет.
Амен. і від супокою Христа. Дякуємо Пану Богу. Христа Божого сьогодні 14. Номер 240. Один,